голове крутит. Еще некоторые люди, которые не хотят, в конце концов, брать на это ответственность, говорят: эй, Аллах давал, не даст, ничего не будет, сколько бы ни читал. Правильно, да? Потому что им тяжело думать, потом говорят: эй, если Аллах не дал, ничего не будет. Как будто он пошел с Аллахом договорился, он сказал: тебе не дам, все. То есть, как будто Аллах всегда даст. Кто сказал, что он не даст? Он всегда же дает. Дальше пойдем. Нигде не написано. Знаете, что я вам скажу? Много просить, сидеть Аллаха просить много или Бога спросить и ничего не делать, это тоже грех. Потому что если ты просишь, что-то надо делать еще заодно. Дальше. Потому что действие от нас, результат от него. Но действия мы должны совершать. Вы внимание обратите? Он всегда скажет: действие от тебя, результат от меня. Но если ты действия не делаешь, ничего не будет. У вас есть дети? Дети есть? Без действия они могли появиться? Вы что-то делали. Не делали ничего? Что-то делали. Действие от вас. То есть это, а теперь, от того, что занимаешься любовью, дети тоже не появятся. Вы представьте, занимался любовью каждый раз один ребенок. Знаете, сколько у вас детей было бы? Это было бы тоже кошмар. Поэтому действие от нас, результат от него. 100 раз делаешь, один появится. Вот это закон бытия. Вот это закон созидания. Она такова. Если у вас каждый раз один ребенок был бы, у вас там половина Бишкек была бы ваша семья. Это означает, что не все ваши действия принесут результат. Не все ваши действия они будут правильными. Не все ваши планы будут давать плоды. Я хочу вам сказать, что так сама жизнь построена. Господь так построил этот мир. Аллах так сделал. Надо брать от него пример. Значит, не отчаиваться, продолжать делать. Ты что-то делаешь в бизнесе или работе, не получается. Не отчаивайся, продолжай делать. Просто продолжай. До тех пор, пока что-то... Ты продолжай действовать. Действие от тебя, результат от него. Продолжай просто делать. Если у тебя ничего, анализируй, эффективность поднимай, знания повышай, еще делай, но не бросай. Иди дальше делай. Такова закон создания. В Коране написано: мы управляем этот мир благодаря законам созидания. Значит, этот закон везде работает. Раз в том параметре работает, и самое главное, это работает миллиарды лет. И здесь он будет работать. Ложная надежда. По большому счету, это такая, знаете, если так реально посмотреть, это шанс для нас. С другой стороны монеты, если посмотришь, это наш шанс. Но этот шанс тяжело ловить. Тяжело понимать, что это действительно шанс. Например, человек зарабатывает $500, скажем. Какой-то месяц он заработал $800. Бывает такое? Такое. Что он делает? Как он мыслит? Ему кажется, что теперь всегда будут так. Правильно? С надеждой, что теперь всегда будут так, что он делает? Соответственно, увеличивает свой план расходов. План расходов увеличивает. Разница есть между этими два цифра? Есть. Какая сумма? $300. Вообще-то, по идее, вот это $300 у него раньше не было. Он же как-то жил. Он же мог бы без них жить дальше. Мог. Но а конца месяца эта сумма у него не остается, потому что он увеличивает план расходов с надеждой, что теперь я понял, я честно скажу, когда-то я сам был такой, теперь я понял, как надо зарабатывать, теперь так будет всегда. Или иногда думаем, этот месяц 800, следующий я сделаю 1000. У вас тоже бывает такое? А потом в реальности следующий месяц все падает вниз. Потому что эти деньги ты потратишь. Почему я этого называю ложная надежда? Потому что когда человек больше зарабатывает, он надеется, что еще больше будут зарабатывать, или он надеется, что так будет всегда. С такой надеждой он увеличивает свои расходы. А теперь расходы-то, они, если чуть-чуть выросли, они уже стабильно продолжаются, а дохода нет. Кто меня понял сейчас? Расходы, если чуть-чуть увеличиваются, они стабильно пойдут. В следующий месяц так. Один день пообедаете на улице, второй день тоже захотите. Один день езжайте на такси, второй день уже не хотите на маршрутке. Второй день, знаете, на 5-й день автоматически вы звоните такси, идете, сами не думая. Вы видите, да? То есть получается, расходы стабильно, а доход нестабильно. Она вот так.
колебается и так далее. Теперь внимание обратите. Почему я это называю ложной надеждой? И я сказал, что, если вы заметили, я сказал, что это шанс для нас. В реальности это шанс. Вот как начальник поднимает по карьере свои подчиненные? Дает задание. Если подчиненный справляется, дает новые задания. 2-3 задания, если давал, он справился, дает премия. Правильно? Смотрите, вознаграждает. А если еще 2-3 задания дал, он справился, поднимает по карьере. Потом, если видит, что еще справился, зарплату поднимает. Вот так происходит. Вознаграждение по мере ответственности и решения задач. Правильно? Теперь давайте посмотрим сюда, что происходит здесь. Я это называю шанс для нас, потому что жизнь давала нам раньше по 500. Какой-то месяц сама жизнь говорит, вот на тебе 800, докажи, что ты справишься. И к концу месяца мы не могли справиться. Это похоже на начальника, который дал задание свой, а подчиненный не справился. Он второй раз дает шанс этому подчиненному. Не дает, если он не справился. Он дает задание тому, кто не подводит ему. Правильно? Это получается, что жизнь нам чуть-чуть больше денег дает и говорит, докажи, что ты справишься, сохранить или что-то делать. А когда мы не можем это делать, Господь говорит, ну и ладно, тебе еще рано, ходи так пока. Вот так и получается, что жизнь нас испытывает. А теперь, что произойдет, если мы делаем по-другому? Знаете, классный механизм. Что произойдет? Дай мне, пожалуйста, сюда. Разницу, вот эту разницу дохода от предыдущего месяца нужно отложить в капитале. Если вот эту разницу, на данном примере это $300. На данном примере. Это сколько? $300. А вы знаете, что произойдет, если эту разницу мы положим в капитал? Странный механизм работает. Кто из вас хочет делать некие лабораторные испытания? Я реально говорю. Точные, конкретные лабораторные испытания. Хотите? Давайте договоримся так. Со следующего месяца вы сумму, которую вы зарабатываете, вот эту разницу по сравнению с предыдущим месяцем, вы возьмете, положите в капитал. По модели счета вы знаете, где капитал находится, и задача капитала в чем заключается? Задача капитала приумножать, расти и так далее. Давайте попроводим лабораторные исследования. Договорились? Кто со мной могут подписать сердечный контракт? С совестью подписано. Кто хочет пройти этот урок? Это классный урок. Знаете, что мы делаем? Вот с этого месяца, вот вы, например, если в данный момент вы зарабатываете, например, $500 или $1000, неважно, вот следующий месяц, как хоть один сом, который больше заработает, положите в капитал. Пойдет? Через год мы проверим, что произошло. Я могу вам сказать так. Если Аллах даст, вы это начнете делать, через год ваш доход будет минимум 3-5 раз другой уровень. Минимум. Возможно, даже 10. Вы не думаете, что кризис. Кризис – это шанс. Она проблема для тех, кто не понимает. А кризис – это шанс для тех, кто готовится к нему. Это действительно так. Но одно из важнейших моментов, который я сейчас сказал, вы должны это понимать. После любого кризиса, обычно в кризисный период 20%, 30%, максимум 40%, некоторая цена падает. А потом через года, в районе 2 года, 2,5 года, скачок на 200% растет. Всегда было так и будет. Посмотрите в 90-х годах, посмотрите в 98-х годах, посмотрите в 2007 годах и сегодня посмотрите. Она никогда обратно предыдущий уровень не достигает, еще выше идет. Поэтому надо просто хорошо быть готовы к этому. Значит, эту разницу будем откладывать. Дальше пойдемте. То есть, получается, что...